Хәерле кич барыгызга да без бүген Татар штабында һәм безнең кунакларга берничә сораулар бар. Киттек. Расскажите про свой первый день в штабе, какие были у вас впечатления вообще, что почувствовали, с какими эмоциями ушли? Барызга да сәлам. Бірінші чираттан рәхмәт әйтәсем килә. Большое спасибо за то, что в Москве организуется подобная площадка. Мы сами из города Казани. И полгода назад мы стали частыми гостями в Москве по работе. И, можно сказать, живем здесь. И для нас штаб Татар стал неким таким местом, куда тянется наш, так скажем, культурный код, потому что татарскость у нас очень хорошо, глубоко сидит. И мы пришли сюда вместе с участницами конкурса «Татар КЗ». Возможно, вы знаете об этом конкурсе. Знаем. Да, он проходит среди татарок всего мира. И девочки, московские татарочки, нас познакомили с этим местом. Вот, и мы пришли сюда впервые. И давай сестра расскажет, что мы почувствовали в этот момент. Вообще здесь, в этом месте, присутствует так называемый татар-мохите, то есть это атмосфера, татарская атмосфера, и она здесь сохранена и вообще создается таким очень здоровским образом. То есть здесь есть и мы поем, да, на баяне здесь играют ребята, и такие красивые песни поют татарские. В общем, как моя сестра уже сказала, кумиль манда тартыла, сюда тянется душа. Вот, поэтому спасибо большое за то, что есть такие места. Вам спасибо, девочка. Когда вы пришли первый раз? В сентябре мы пришли, когда вот была первая встреча в новом сезоне, и вот там тоже было очень много людей, очень была такая активная атмосфера. И, наверное, самое первое, что привлекло наше внимание, это песня под баян, потому что мы сами выросли в такой атмосфере. Наверное, мало сейчас мест, где можно так по-настоящему проникнуться такой вот нашей традиционной культурой, но при этом здесь очень много молодежи, то есть это дело двигается вперед. Спасибо большое. Желаем успехов всем и дальше собираться также. Күңел ачыргамында. Бәйрәмнәр белән бөтенегезне дә. Да, ураза бәйрәме мөбарәк булсын. Рустам, на самом деле, хотела бы задать именно тебе первый вопрос. Почему? Потому что я лично помню свой первый день в штабе, как только я зашла в эту потрясающую дверь, я увидела тебя и Рустама Фаизовича. Да, и поэтому хотела бы задать тебе такой вопрос. Скажи, помнишь ли ты первый день в штабе, какой он был, кто тебя встретил, с кем ты познакомился, вообще первые твои впечатления? Да, это было 5 сентября 2021 года. Я только поступил на первый курс географического факультета МГУ, и тогда, начиналась моя студенческая жизнь, и я думал, в каких же активностях можно участвовать. Я тогда ничего не знал о татарской тусовке в Москве, вот, и откуда я узнал о штабе, я вступил в группу «Татары МГУ», нашел эту группу ВКонтакте, вот, и там увидел анонс мероприятия студенческого, на которое созывали, вот, и в тот день я еще думал, я тогда хотел планировать на другие студенческие мероприятия еще идти. У меня был выбор пойти на мероприятие с настолками, которое проводилось именно от МГУ, или пройти на мероприятие о штабе татар, о котором я никогда не слышал, ничего не знал. Вот. И в итоге я решил все-таки выбрать штаб, и с тех пор ни разу не пожалел. Был здесь уже более сотни раз, и всем советую. Кто был, кого ты первым встретил, когда вы зашел в квартиру? Кто это был? Ты помнишь этого человека? И как-то, может быть, он повлиял на твою жизнь в дальнейшем? Я не помню, кого конкретно прям увидел, но некоторых людей, которые были там в первый раз, я помню, да, и некоторые из них до сих пор ходят в штаб. То есть тогда вот я общался. Общение, когда в штабе встречаюсь, то да. Интересно еще наблюдать, как люди растут, то есть когда я приходил на первом курсе, люди были там на втором, третьем, четвертом, а сейчас эти люди уже давно выпускники, уже абсолютно другой этап жизни. То есть, по сути, ходя в штаб все эти годы, я видел, как эти люди взрослеют, по сути, вместе со мной. Марьям, добрый вечер, рада приветствовать тебя в штабе. Расскажи, помнишь ли ты свой первый день в штабе, какой он был, кого встретил, что запомнилось? Да, я помню свой первый день в штабе, он был в прошлом году, вот как раз был конец Рамадана, но не ураза, а вот какие-то последние денечки, вот, я так попала сюда, я так немножко стеснялась, было так хорошо, что не надо было стесняться сюда, надо приходить вот как к себе домой, в принципе. Захотелось вернуться снова? Захотелось, вернулась, но я всего лишь 3-й раз, на самом деле, у меня список-то небольшой, вот. А кого вы встретили? Вы запомнились какие-то новые яркие знакомства, которые к чему-то могли привести, например, к крепкой дружбе, возможно, за эти 3 раза?
Я познакомилась с классными девчонками. Вот, я считаю, что друзей, подруг заводить это так же важно, как и найти свою любовь, как бы, честно говоря. Вот, и любовь я свою еще не нашла, но подружки я нашла, и я считаю, что это точно тоже классно. Вот, и да, вот подружки у меня появились, это вообще так прикольно, такое сестринство, приятно. Да, я согласна, что это очень круто, что ты нашла своих людей, потому что это тоже очень важно, особенно живя в таком большом городе. Да, стопудово. Да. Это очень важно. Артур, добрый вечер, мы рады приветствовать тебя в штабе. Расскажи, откуда ты, где учишься, может быть, работаешь? Я из города Азнакаево, родился в Татарстане. Учусь в МГТУ имени Баумана, почти заканчиваю. Скажи, пожалуйста, как долго ты ходишь в штаб? Года полтора уже. Года полтора. Ты помнишь свой первый день, когда ты сюда пришел? Вот лично я помню. Да, конечно, помню. Расскажи, как это было, кого ты встретил? Это было 8 сентября 2024 года, если мне память не изменяет. Бірінші курс студент Ларкище был довол. Я пришел с товарищем, вот Анвар там стоит, и нас подруга привела сюда. Мы давно, она нам рассказывала про штаб, но мы не ходили, как-то отнекивались и всякое такое. Ну не пожалели же. Нет, ну, я хожу часто сюда, и, конечно, мне понравилось. Раз часто ходит, значит нравится. Вот, круто. А вообще, самое яркое воспоминание есть у тебя из штаба отсюда? Может быть, с кем-то связано, с Рустамом Фаизовичем, например? Ну, как проходит здесь, наверное, новогодние вечера, какие-то праздники тоже очень все здорово, дружно. Нравится? Да. Интересно. Альбетта. Анвар, ты откуда? Я из города Набережных. Ты помнишь ли ты свой первый день в штабе, как он был, кого встретил, вообще впечатления? Первый раз мы пришли 1,5 года назад сюда. Вот. Нас провела наша одноклассница Гузель. Если ты смотришь это, приходи, мы соскучились по тебе. Мы соскучились по тебе, Она Гузель. больше теперь не ходит. Гузель, ходи. Очень занята она. В общем, теперь мы ходим сюда с моим товарищем. Он чаще, я так, раз в 2 месяца, наверное, прихожу. Вот. 1,5 года назад это был первый раз. Ну, тебе понравилось? Да, да. А что именно вот тебе понравилось? Ну, это уютная атмосфера, да, то есть Домашняя. домашняя атмосфера вот создается в городе Москва, который очень с высоким темпом, где все друг другу не то чтобы готовы помочь, а даже конкурируют, вот. А здесь такого нет, здесь все свои, приятно заземляться, поем песни, вкусно кушаем, общаемся, знакомимся, полезные контакты создаем. В общем, хорошее место. Лайк ставим. Ставим В Яндексе, лайк. в Яндекс.Картах какую отметку ставим? У меня карты спрашивали как-то. Большие каменщики 2. Оцените это место. 5-0. 5-0. Поняли? 5 звезд. Это было интервью штаба Татар. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами была Рушания. Пока!